Сәмбәне хундытын ухыт, турухи хылынгын дамжулғымны мунодыр зургадыхи улзылғы, зургадыхи хышел. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 6-я серия 4-го сезона программы Турулхи Хылын. У нас в гостях известные деятели культуры и искусства. На примере их реплик мы с вами учимся выражать свое отношение к бурятскому языку, учимся делиться мыслями по поводу его дальнейшей судьбы и сохранения нашего родного языка. Автор программы Байырма Роднаева сегодня встретилась с известным бурятским художником Зарикто Даржиевым. Зарикто Бужимович, расскажите, пожалуйста, какая ваша история с бурятским языком? История такая очень сложная. Меня много раз спрашивали, как бы дать интервью на бурятском языке. Один раз я даже попробовал, но это достаточно тяжело для меня. С самого детства, наверное, как-то так сложилось. Несмотря на то, что у меня папа и мама прекрасно говорят по-бурятски, ко мне как-то это органично не перешло. Не знаю почему. Может быть, время было такое. Может быть, какая-то ситуация была. Я сейчас, к сожалению, не смогу восстановить события. Я могу лишь предполагать, что в школе не было, окружение, наверное, не говорило по-бурятски. Друзья, наверное, не было какой-то необходимости. Отчасти какую-то часть детства я провел в городе Ленинград. Наверное, может быть, это как-то отложило какой-то отпечаток. Но был другой момент, что практически каждое школьное лето я приезжал к бабушке в деревню. Бабушка у меня тоже городская, мы вместе уезжали в деревню и находились все лето там. Это Заиграевский район, деревня Горхон. Там, где мы жили, это была улица Колхозная. И это были все бурятские семьи, бурятские бабушки и дедушки. К ним очень много приезжало детей на летние каникулы. С ними я мог, конечно, разъясняться на русском языке, но как-то взаимодействовать с другими семьями все равно приходилось. Мы брали молоко, хлеб, что-то, не знаю, я ходил на сенокос и так далее. Так или иначе, да, с языком, с бурятским языком взаимодействовать все равно приходилось. А как вы в детстве воспринимали бурятский язык? Это как больше на нем бабушка, дедушка разговаривают, или в деревне говорят и все? Или как вы воспринимали вообще язык? Сможете вспомнить? Не знаю, как-то органично все это происходило. Я понимал, что большую часть я не понимаю. И до сих пор какие-то вещи я не понимаю. Это такая извечная трагедия, боль. Где-то она сглаживается тем, что я какие-то новые слова могу запомнить, выучить. Но опять-таки какие-то вещи просто опять начинают стираться. Потому как, по крайней мере, в моем окружении таких людей все меньше становится, говорящих на бурятском языке. На самом деле это я это все нытье, да, и отговорки. Если хочешь говорить по-бурятски, изучать бурятский язык, это сделать очень легко. А вы пытались изучать? Да, постольку. Даже мои дети сталкиваются с примерно такой же проблемой, может быть, немножко попроще даже, но тем не менее какие-то вещи я подсказываю в выполнении домашних заданий. Где-то это все равно в глубине сидит, и какие-то вещи я могу понимать. Как вы для себя объясняете, зачем нужен бурятский? Такой хороший и очень сложный вопрос. Наверное, на него невозможно так с наскоку ответить. Я думаю, что, наверное, бессмысленно просто изучать бурятский язык отдельно, как бы изъятую часть, взять и начать ее изучать со всех сторон, запоминать, прививать ее насильно или добровольно детям, молодому поколению и так далее. Вряд ли что-то из этого получится. Это должен быть какой-то общий комплекс. Это так же, как научить
взять и учить людей рисовать, но при этом не заставлять их думать, изучать прошлое, изучать там историю искусств, не заставлять людей, не приучать их к каким-то вот креативным процессам, а просто взять и тупо учить рисовать. Ну, ничего не получится из этого. А зачем учить? Я не скажу напрямую, зачем это нужно. Я просто попытаюсь как бы поразмышлять на своем примере. Я не могу, к сожалению, я не могу читать на бурятском языке. Какие-то вещи я могу отдельными словами. Но я точно так же и по-английски могу читать. Там, я знаю это слово, это знаю, и дальше работает логика. Я связываю какие-то вещи. Примерно точно так же я могу любые тексты, да, там почитать. Но я не могу без знания, без глубокого знания языка я не могу понять все нюансы. А искусство и культура и весь как бы и все наследие это миллионы, миллиарды нюансов, которые, если ты не можешь их уловить, то ты, наверное, упускаешь что-то важное. Например, мне очень сложно взаимодействовать с бурятской культурой, с бурятской историей. Не понимаю очень многих таких вот моментов. Когда пришло первое вот сожаление о том, что вот почему я не знаю бурятский? Вот. Даже сейчас не вспомню. Ну, как бы первые осознанные какие-то. Ну, в детстве, да, ты сожалел, когда какой-нибудь соседский дедушка тебе что-нибудь спрашивает, а ты не можешь. Ну, ты понимаешь, что он тебя спрашивает, там, во сколько открылся магазин, или там, есть ли там хлеб, там, или что-то такое. Но какие-то нюансы ты не улавливаешь. Тогда было сожаление или просто что-то там сказала? Ну, не то, что было сожаление, была злость какая-то, обида. Блин, я не знаю, как ему ответить. Тем более ты отвечаешь на русском языке. Потом, наверное, в более осознанном возрасте уже, когда я уезжал, наверное, на учебу, когда ты находишься вдали от родины и чувствуешь какую-то потребность в родине, в какую-то потребность чувствовать ее во всех ее нюансах, во всех ее гранях. И когда встречаешься с земляками, ты не можешь говорить. Ты чувствуешь, что вот как бы вот есть там вся палитра цветов, которые ты можешь использовать, а у тебя изъяли вот главные цвета. И все. И ты должен пользоваться вот теми как бы остаточными как бы цветами. Ты не можешь в полной яркости, в полном цвете выразить все свои чувства, все свои эмоции. Ну, наверное, как-то так. Ну и потом, наверное, позднее, когда собственные дети уже подрастают, ты начинаешь как бы задумываться уже о еще более как бы серьезных вещах и последствиях. Чтобы вы могли передать, рассказать да. Свете, да? А каким бы был Зорикто Даржиев, если бы он хорошо говорил на своем родном языке, если бы знал с детства? Ну, даже если я сейчас возьму хороший как бы мастер-класс и начну говорить очень как бы органично на бурятском языке, ну, вряд ли это как-то в корне поменяет меня самого, но наверняка это поможет там подрастающим там детям, да, какому-то окружению, каким-то, может быть, моим там друзьям, знакомым. С другой стороны, если бы я, может быть, разговаривал с детства и более как бы тоньше понимал и впитывал бурятскую культуру, я бы, наверное, сейчас был несколько другим художником. Может быть, более традиционным, более там этнографичным. Я как сейчас помню, что у меня с самого детства была какая-то такая установка такого глобального характера. Ну, как бы мне сложно сказать, как это выражалось в детстве, но так как я с родителями там очень долго жил среди таких же художников, там таких бородатых дядек со всей страны, там, да, с всего СССР, там, студентами, они говорили на разных языках, даже иностранных языках.
ну, с детства для меня было понятно, что мир очень большой, очень широкий. И ну, мне хотелось вот этого всего мира. Как вы думаете, почему чаще всего у нас либо одно, когда бурят там прогрессивный, не знает там бурятского, но он прогрессивный, он там открывается для него весь мир, либо головар, который из деревни знает бурятский, но для него весь мир закрыт. Ну почему-то у нас, неужели нельзя совмещать? Ну, я не думаю, что это только у нас. Это, наверное, такая... Ну, не то чтобы всеобщая, но... Ну, какая-то такая понятная вещь, понятная проблема. Я даже не знаю, проблема ли это. Может быть, это нормально. Если все начнут быть очень сбалансированными и гармоничными, мир станет очень пресным, очень скучным. Представьте, что все будут высокообразованные, разбирающиеся во всех как бы диалектах, мелизмах, нюансах. Это страшно скучно станет, да, то есть никто тебе не скажет ничего плохого, не скажет, не произойдет какого-то, я не знаю, взрыва мозга от столкновения несовместимого там, да, и так далее. Ну, мне кажется, это нормально. Вы считаете, что есть проблема языка? И если да, то как она решается? Вас устраивает это? Проблема, несомненно, есть. Угу. В принципе, все, что мы вот сейчас с вами обсудили, это и есть как бы все грани сегодняшнего вопроса, сегодняшней проблемы. Как ее решать, я, к сожалению, не знаю. Наверное, если бы я знал какие-то пути, наверное, так или иначе они бы как-то озвучивались. Наверное, в какой-то степени вот ту нехватку, понимания там языка, ту нехватку каких-то вот то, чем я бы мог как бы затрагивать какие-то вот ныне нетронутые нотки, да, внутри себя с помощью языка, я, наверное, компенсирую как раз вот через визуал, да, своим отношением, наверное, к этому, да. То есть я, в принципе, наверное, пытаюсь встроить вот ту нашу маленькую проблему. Для нас она как бы глобальная, но в контексте мира это маленькая проблема. Языки исчезают там каждый год я не знаю, когда-то я очень давно это читал так, совершенно случайно. Языки исчезают каждый год, очень много их исчезает. И, люди бьют тревогу, какое дело, например, миру будет, если какой-нибудь африканский диалект завтра исчезнет. От этого мир не станет хуже, глобально не поменяется. Наверное, наша проблема для мира, она покажется вот такой же. Поэтому, решать мы ее должны здесь сами. Как это делать, это уже другой вопрос. И, вот этот момент наверное, я так понял, что я пытаюсь его решать через то, что я могу делать, то, что я понимаю. Как-то так. Спасибо большое. Сейчас давайте посмотрим, как можно выразить на бурятском языке то, о чем говорил Зарикто. Бырма спросила: какова ваша история с бурятским языком? Бурят хылынте хавате тане туха ямарова. На что Зарикто отвечает следующим образом. История очень сложная. Тухымни ихы орё. Несмотря на то, что мама и папа прекрасно говорят по-бурятски, ко мне это органично не перешло. Ижи аво мне бурядара хорылдыдык, харин намды хуртоуи. Не знаю почему. Юнды мыднывып. Может быть, время было такое. Вы считаете, что есть проблемы, связанные с сохранением бурятского языка? Бурят хылы сахилгын асудылгы жибиву. Проблема, несомненно, есть. Как ее решать, к сожалению, не знаю. Би харин яга тырни шитхы хывгыжы би мыднывып. Я пытаюсь ее решать через то, что я могу делать.
би шатха аргара шидынып. На примере высказываний «заректо» мы сегодня научимся отрицать или возражать. Выражение отрицания в бурятском языке. Отрицание в бурятском языке выражается при помощи присоединения к основе слова отрицательной частицы «гуй». Эта частица может оказаться в середине, так как к ней последовательно присоединяются падежные окончания, а также вопросительные и лично-предикативные частицы. Давайте это посмотрим на примере реплик «заректо». Несмотря на то, что мама и папа прекрасно говорят по-бурятски, ко мне это органично не перешло. «Ижи авом не бурядара хорылдыдык, харин намда хурто уи». Не знаю почему. Юнды мэдыны уип. Али юндыгы же мэдыны уип. Может быть, время было такое, в школе не было, окружение не говорило по-бурятски, не было необходимости говорить по-бурятски. Мағы тимысак байға, хорғолыды задык гуй байға. Тайрот хынши бурядар хорылдыдык гуй байға. Большую часть я не понимаю. Ихынхиде бурядар ылғыдык гуйп. Я думаю, бессмысленно изучать бурятский язык отдельно, как изъятую часть, прививать насильно. Это должен быть общий комплекс. Бурят хылые дора гуи гор гу, али бухылин хуви абажы узыхыды уры дун гуи. Это как учить рисовать, не изучая историю искусств, не заставляя думать. Ины хада урын зорығы тухы заң гуи, бодыжы хорығын гуи зорыжы хорғылғыды адли. Ничего не получится из этого. ННГ юнши болахы гуи. Нютығархетте улзықыда мыдырлы дурың дамжолха арға уиш. А когда встречаешься с земляками, у тебя нет возможности полностью выразить свои мысли и эмоции. Нютығархетте улзықыда мыдырлы дурың дамжолха арға уиш. Проблема, несомненно, есть. Как ее решать, к сожалению, не знаю. Асудыл бэна харин яға тіріне шитхықып гыжыби мэдыны уип.